Уважаемые сотрудники мэрии города Бишкек, подведомственных организаций, я тут вижу и представителей государственных органов. Я хочу вас всех поприветствовать. И, конечно, хочу сказать, что коллегия — это очень важное мероприятие, которое проводится в начале года, подводятся итоги года, делаются планы на будущее. И, конечно, я хотел бы высказать некоторые свои мысли по поводу политики, сегодня проводимой руководством мэрии города Бишкек, относительно будущего, относительно того, по какому курсу мы должны идти. Во-первых, я хотел бы сказать, и я это говорю всем, и Албек Сабырбековичу, о том, что настроение страны формируется сегодня в ее столице. Почему? Потому что сегодня у нас в столице проживает почти 1 миллион наших граждан. Это очень большая цифра. За эти годы, конечно, произошла такая большая урбанизация. Много наших соотечественников, наших граждан переехали с наших регионов в столицу. Это говорит о том, что, в принципе, жизнь налаживается. Да? Это признак того, что у людей появляются деньги, они покупают квартиры, недвижимость, земли и проживают сегодня в столице, в городе Бишкек. Но что я хотел бы сказать? Я мечтаю жить в такой столице, в которой будет приятно ходить, в которой будет очень зелено, в которой будут, везде будет чистота и порядок. Инфраструктура будет отвечать сегодняшним современным городам мира. И так сильно хочется не ездить куда-нибудь за рубеж, а просто наслаждаться своей столицей, прогуливаться по ней. А наша столица очень красивая. Я побывал, работая, вы знаете, я работал и в сфере внешней политики, и побывал во многих странах мира. И когда я иду по столице, я всегда вижу и вот предвосхищаю такие моменты, когда вот думаю, вот если бы инфраструктура была бы, например, немножко другая, было бы побольше зеленых насаждений, были бы там новые остановочки, какие-то новые ограждения, внешние фасады зданий отвечали бы вот таким современным стандартам и так далее. И я примерно представляю, что наша столица станет еще краше, еще краше. И когда в столице есть чистота, порядок, когда не нарушаются правила дорожного движения, когда не совершаются преступления в столице, вот это будет очень примерная, образцовая столица в регионе. Я в это верю, потому что соответствующие работы поэтому уже начаты. Наши горожане видят, как меняется столица сегодня. Я хочу в этой связи всех вас поблагодарить за ту работу, которую вы сегодня ведете. Я хочу искренне вас поблагодарить за это. Албек Сабырович, вас, вашу команду. И я был вдвойне рад, когда услышал, что мэрия города Бишкек привлекла знаменитого архитектора Барселоны, который сегодня работает в Высшей школе экономики в России, господина Гуэрта, который сегодня делает предложение для мэрии города Бишкек, как улучшить инфраструктуру нашей столицы. Я хочу попросить вас, Албек Сабырович, чтобы мы довели эту работу до конца, чтобы мы увидели результаты этого. Надо устроить, конечно, конкурсы между районами. Может быть, это у вас уже есть, где вот будет самый лучший район, там первые 3 места, может быть, установить и так далее. Много есть разных состязательных вещей.
ближайшее время мы будем объявлять правительство месячники. Мы назвали Таза Джашо, месячники по всей стране, когда мы будем приводить в соответствие все, что плохо лежит. То есть будем чистить, убирать, мыть, ставить освещение, поправлять штакетники, красить и так далее. То есть мы должны это сделать. Это должен быть такой мощный призыв. И я как премьер-министр хочу возглавить это движение, чтобы по истечении 3-4 месяцев страна увидела результат. Вот когда ты в своей квартире убираешься, вот когда бардак в квартире, бывает же, ну, всякое вот, например, раз смотришь в комнате бардак, и когда ты там вытерешь пыль, пропылесосишь, поставишь вещи на свои места, а то и сделаешь перестановку в комнате, становится приятно на душе. Так же и в стране. Мы должны улучшать нашу страну инфраструктурно. И, конечно, то, что сегодня происходит в Бишкеке, строятся дома, со стороны мэрии строятся дороги, мосты. Это же здорово. Это здорово. И мы стоим перед тоже очень важным таким, дай бог, событием. Я очень переживаю за этот проект. Проект реализации умного города. Если мы его реализуем, это будет уникальный проект для нашего города. Вы просто представьте, число преступлений резко уменьшится. Там мы даже не пожалели денег и говорим, попросили инвесторов, чтобы работала функция распознавания лиц, которая недавно была, там есть искусственный интеллект, распознавание лиц. Например, если совершается какое-то уголовное правонарушение, вот, например, в Центре управления полетами, так называемые, ЦУКСе, будут сидеть представители Министерства внутренних дел, мэрии города Бишкек, МЧС, ГКНБ и других. Там на 20 человек рассчитан, значит, этот центр управления. Вы просто в систему вводите фотографию, и система ищет человека по всему городу. Вы представляете? Это уникально. По лицу. Такие камеры будут стоять на общественных рынках, в торговых центрах, рядом со школами, в автомашинах госавтоинспекции. Вы представьте, когда будет реализован проект «Умный город», не будут гаишники стоять у обочины дорог. Мы им запретим это делать. Они будут ездить, патрулировать на машинах. И в машины будут монтированы камеры. Или вот то, что сейчас прорабатывается вопрос закупки новых автобусов. Я считаю, мэрия сделала очень правильное решение, выпустила ценные бумаги, и это принесет вам большую пользу. Конечно, нам нужно сегодня работать и с горожанами в части предоставления более удобных, комфортных условий для них, но и также вести очень правильную и тарифную политику. Это тоже очень важно. Очень важно защищать социально уязвимые слои населения. Это тоже очень важно. Мы должны их максимально поддерживать, наших дедушек, бабушек, инвалидов. И завершая свое выступление, я хотел бы сказать, что у меня самые лучшие ожидания от работы, от вашей работы, потому что я уже вижу, что выстроился правильный трек развития города Бишкек, очень правильный трек. Поэтому я хочу вас всех попросить, помогите мэру города Бишкек, помогите Албеку Ибраимову, чтобы он мог дальше с вашей помощью развивать город Бишкек. А я как премьер-министр буду стоять рядом с вами всегда, потому что этот город нужен нам всем. Спасибо вам большое.